Здравствуйте, меня зовут Елена, и сегодня я продолжаю рассказывать о грантах и стипендиях, которые вы можете получить, чтобы бесплатно учиться за границей. Сегодня речь пойдет о таком гранте, который выдает организация Fulbright. Fulbright он назван в честь сенатора, который был в США много лет назад. Этой программе уже очень много времени, и даже в России она уже существует больше 40 лет. В 2013 году был ее юбилей на территории России. И эта программа работает из США с разными странами мира. То есть для вас, если вы живете в России, вас интересует вот эта именно программа русско-американских отношений. В других странах у вас тоже есть Fulbright, просто это будет ваша страна, США. Это делается на уровне двух посольств, они там договариваются между собой о определенном количестве людей, которые будут выбраны из этой страны в этом году на какие-то определенные гранты. Этот грант рассчитан для людей, у которых уже есть высшее образование, то есть это либо бакалавриат, или пятилетка, как наша российская, либо магистратура, аспирантура, PhD и так далее. И здесь вы можете получить гранты на совершенно различные вещи. То есть вы можете как преподаватель поехать туда, и там преподаватели учиться, повышать квалификацию, проходить какие-то курсы, там, трехмесячные, месячные, годичные и так далее. Это может быть полное образование, то есть это может быть магистратура или PhD. И если вы зайдете на сайт, который есть в описании моего видео, как обычно, все ссылки, всю информацию, которую я говорю, я все исследую, всегда с вами делюсь источниками этой информации, чтобы не говорить голословно. Вы там можете уже смотреть на дедлайны, на описание программ и, естественно, подавать на них. Это русскоязычный сайт, потому что это специально для РФ. Вы должны иметь это образование, то есть иметь корочки в этом образовании. Дальше вы должны быть гражданином Российской Федерации и проживать на территории Российской Федерации. То есть, когда я жила в Штатах и при этом все равно являлась гражданкой Российской Федерации, я не имела права подавать на Fulbright. Поэтому вам есть смысл, если вы сейчас учитесь или заканчиваете, или только что закончили, исследовать эту программу. Прикиньте, эта программа оплачивает полностью ваше проживание, билеты, даже участие в этой программе она оплачивает. Если вы ее выигрываете, вы просто получаете мешок денег, вам говорят, езжайте, занимайтесь, делайте то, что вам нравится, то, чего вы любите, изучайте дальше свою профессию и становитесь лучше. Прикол. То есть для тех, кто до сих пор еще не верит, что есть деньги, что можно достичь своей мечты, что на это есть ресурсы, живите с этими тараканами. Но я вам предлагаю усомниться в этом, поверить в то, что, может быть, для вас есть такой шанс. Особенно, если вы чего-то достигли в своей области. Естественно, вам нужно будет выиграть этот грант, то есть вы должны быть лучше, чем другие. И тогда уже претензии только к себе. Что такого я могу предложить, что такое я знаю, что такое я хочу еще узнать, и почему это так важно для меня, что за меня должны заплатить, грубо говоря, инвестировать в меня, что после того, как я это узнаю, я смогу сделать что-то нереально крутое для всего человечества. То есть, опять же, все гранты — это всегда, с точки зрения человечества, шаг к процветанию. То есть они говорят, кто-то из нас чего-то знает, давайте поможем этому человеку реализовать это, давайте скинемся деньгами, ресурсами, местом или еще чем-то, чтобы этот человек это мог сделать. Когда вы это понимаете, если вы считаете, внутри у вас есть определенная ценность интеллектуальная, то вообще все вопросы про деньги, инвестиции, ресурсы, они отпадают, потому что ресурсы сразу находятся. Окей? Я сама стипендиат из маленького города Рыбинска в Ярославской области, без денег, без связи, училась бесплатно и на бакалавре, и на магистратуре. Но, конечно же, это все не случается просто так, к этому нужно идти. Первый раз мне просто повезло, я участвовала в конкурсе также при американском посольстве, а потом поехала учиться в Американский университет Болгарии. После этого уже более осознанно мы искали людей, так узнали о программе Rotary International, о ней я расскажу отдельно, тоже программа по обменам, не только профессионалов, но и также школьников. Благодаря этой программе встретились с людьми в Штатах, уже какие-то связи налаживались, развивались эти связи, уже дружба между семьями образовывалась. То есть это был такой долгий период. И в конце концов уже стали думать, как поступить в колледж. То есть мне уже было дано много возможностей и шансов, прежде чем я поверила в то, что реально это может быть. Я понимаю, что когда я так атакую ваших тараканов, что это нереально, может быть, вам некомфортно, да, что с вами такого еще ни разу не было, что вам кто-то заплатил за вас, сделал что-то такое полезное для вас, особенно в таком масштабе. Это действительно реально, я хочу до вас это донести. У меня есть отдельное видео, которое называется «Как это было?», где я рассказываю, что со мной вообще произошло и как у меня это получилось. Конечно, может быть, в чем-то я уникальный экземпляр, но поверьте мне, я вижу это очень часто, когда одаренные, умные, верящие в себя и в свою цель люди с поддержкой, естественно, семьи, друзей, преподавателей достигают многого очень в своей жизни, пусть не имея изначально на то каких-то финансовых ресурсов. Поэтому финансовые ресурсы — это только одна из частей, и если у вас есть другие ресурсы, поверьте,
они встретятся с финансовыми ресурсами, если вы сделаете необходимые действия. Поэтому прямо сейчас, если вы еще не начали этого делать, кликните по ссылке Fulbright в описании этого видео, изучайте, подавайте, делитесь своими результатами, пишите свои вопросы и все, что вы узнали полезного для себя в этих комментариях под видео. Мне всегда очень приятно, если вы ставите лайки и подписываетесь на мой канал, потому что я вижу, что он растет, что вам это интересно, и это вдохновляет меня делиться с вами новой информацией и помогать вам достигать вашей мечты. До встречи! See you! Bye!